Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня воскресенье. В пятницу приехали погостить вечером мои внучки. В субботу искупались и уехали к себе домой. Также поехали мои внуки. И я осталась совершенно одна. Я к своим детям привыкла, и все равно иногда, оказывается, отдых нужен. Вот такая капуста у меня выросла. Довольно большая, сорт Слава. Я это точно помню. Капуста поздняя. Сейчас посмотрим, сколько килограмм весит. Угу. Капуста весит 4 килограмма 910 грамм. Капуста плотная и очень тяжелая. А вы, мои хорошие, солили капусту? И вы мне напишите свои рецепты, как вы солите капусту. Я солю по-простому. Также солили мои родители когда-то. Но когда мы были маленькими, капуста, конечно, была замечательная, вкусная. Потому что солили в деревянной бочке. Папа с мамой солили. Мы сидели, смотрели, чеснок чистили. И ели кочерышки. Какой-то праздник как будто у нас был. И вообще мы любили, когда родители дома по вечерам. В деревне ведь выходных нет. Без выходных работали родители. Мама работала в магазине. Тоже старалась выполнять план. И поэтому в основном почти без выходных работала. Если выходной день у нее понедельник, то она стирала. Что-то делала. Ой, тяжелая капуста. Вот таких кочерышков мы любили. Вкусно. Ой, наконец-то. Сейчас посмотрим, сколько у меня капусты. Два 500. Три 600. Это я оставлю. И у меня две морковки вот такие. 400 грамм. Общий здесь у меня 4 килограмма. На 4 килограмма я беру 4 зубчика чеснока, перца. Перец у меня в горошку. И где-то 110 грамм соли. Я, конечно, кладу на килограмм капусты вместе с морковкой 25-27 грамм соли. Ну, в общем, я беру 110 грамм соли. Больше ничего не добавляю. Можно, конечно, класть укроп сушеный, семена укропа. Солю по-простому, как научили меня родители. Я не повар, я не спец,
приготовить что-то. Я не кондитер. Поэтому я солю, как я привыкла. Нам и моей семье нравится. Вот у меня какой нож. Я уже сколько лет пользуюсь. Нож притупился, наверное, что-то плоховато режет. Я не знаю, как можно тащить. Но пока могу резать, пока могу пользоваться. Если что, можно кого-то попросить, чтобы меня посмотрели и натащили мой ножик. Мне это очень удобно. Раньше, конечно, мы работали тяпками, когда жили у родителей, когда маленькими были мы. По очереди все тяпкой работали. Нам все это нравилось. Бочки были деревянные, 200 литров. Потому что бочка была большая. Папа сам делал. У нас погода испортилась. Снег весь растаял. 2 дня уже дожди, днем и ночью, сутками. Завтра понедельник. Понедельник уже, смотрю, минус передают. Таким способом я нашинкую капусту. Посмотрите, какая красота. Без детей, с одной стороны, хорошо, не надо дергаться, не надо торопиться. Ходишь в свое удовольствие, работаешь, не торопясь, не думаешь, что надо детей кормить. Они проголодались, наверное. Не думаешь что-то на перекус, что-то подумать, приготовить, чай пить им. Не думаешь, что уроки надо смотреть. Но, с другой стороны, как-то уже дома появилась какая-то пустота. Я привыкла с детьми, уже они у меня 10 лет почти живут. Меня спрашивают, как ты терпишь своих внучат. Выходные их 4. Такие дни они у меня 2 пацана. Я говорю, я без них и жить не могу, я привыкла. Люди говорят, что к нам приезжают дети, мы устаем, после них надо убираться целый день. Но дети всякие бывают. У меня тоже спорят. Я не могу сказать, что они ангелы, что они такие чистюли прямо, что они такие аккуратные. Нет. Дети должны быть детьми. Они должны прыгать, что-то ломать, что-то делать, бегать, прыгать, кричать, шуметь. Они все должны. На то и дети. Но мы потом работаем вместе. Но я не могу сказать, что они такие сильные, шумные у меня. Потому что они на телефоне сидят в основном. Дела сделают, уроки сделают. У меня спрашивают, чем вам помочь. Ну, они меня на «вы» называют, вы знаете. Всегда они всем на «вы» называют. Я им говорю, я ведь с вами живу. Можешь меня называть ты. Тетя Юля тоже. Нет, они всех нас называют на «вы». Ну ладно, это их выбор. Это, наверное, хорошо.
Капуста прямо ароматная. Так пахнет свежестью. Вы мне напишите, мои хорошие, как вы солите капусту. Я прочту и дам вам ответ. Может, чей-то рецепт мне понравится, и мне захочется тоже по вашему рецепту приготовить капусту. И я также сделаю. У меня капуста еще есть. Сейчас натрем на терке морковку. Морковь тоже у нас хорошо родилась. И свекла, и лук, и чеснок. Лук, конечно, я каждый год покупаю целый мешок, потому что я одну грядку только сажаю. Этого нам мало. Выросла тыква, картошка, вы видели, замечательная. Самое главное здоровье, остальные все будет. Можно заработать, можно выращивать что-то, можно скотину держать. А звезда Ютуба у меня так и не хочет рожать. Не знаю, она толстеет, но не видно, что дитё есть. Не похоже, что она беременная. До весны поживем и увидим. С комбайном, конечно, было бы легче, быстрее. Но у меня, к великому сожалению, комбайна нет. Ну, нет необходимости побольше что-то делать. Делаю все вручную. У Юли, конечно, есть, но что-то не подумала. Цвет какой яркий, оранжевый, вкусный, сочный. Детей забираю вечером. Будем гладить рубашки, брюки. У них у обоих понедельник физкультура. Надо приготовить спортивные костюмы. Все надо приготовить. У меня остаются вот такие остатки. Когда я шинкую капусту, я их тоже разделяю вот так. И все вместе засолю. Будет очень вкусно. Когда родители солили капусту, вот такими дольками клали в бочку. Получается очень вкусно. Поэтому вот такие дольки я оставляю тоже. Нарезаю как угодно. И все пускаю все вместе. Солю. Нарезаю сюда чеснок мелко-мелко. Кто-то чеснок может класть, кто-то нет. У каждого свой вкус. И перец в горошек тоже сюда кладу штук 15. Вот какая у меня красота получается. Сюда же кладу 110 грамм соли. Нет лаврового листа, ничего, ни сахара, ничего я сюда не кладу.
Каждый человек солит по-своему. А нам так нравится. Мы очень даже любим соленую капусту. Заправим репчатым луком, зеленем и подсолнечным маслом местным, ибраильском. Ароматный запах масла придает такой замечательный вкус. А так жарить на местном подсолнечном масле я не люблю. Местным заправляю только салаты. Сильно не мнуя. Вот так только перемешиваю, чтобы все равномерно перемешалось. Ой, какая красота, какая вкуснятина. Закрываем крышкой. Капуста будет очень даже вкусная. Если вам понравится мой рецепт, я рецепт напишу под видео. Если вам понравится, можете попробовать. Я боюсь пересолить, поэтому у меня на килограмм капусты 25-27 грамм соль добавляю. Вот сейчас вот эти капусты у меня будут 2 дня стоять дома. И потом я вынесу погреб ваших комментариев. Ну что, мои хорошие, жду ваших комментариев. Напишите мне, пожалуйста, как вам такой способ, как у меня, и как вы солите капусту на зиму. Мне будет очень приятно, что вы меня напишите, и я постараюсь по вашему рецепту тоже приготовить. Солить капусту. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Желаю вам всего самого-самого доброго. Много-много радостных дней, успехов в учебе, кто-то если учится, в работе. И на пенсии тоже. Всем желаю женского счастья и мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующей встречи.